Сезон отпусков только начался, а в Южную Осетию уже приехали сотни отдыхающих. И это несмотря на то, что наша страна делает первые шаги в развитии туризма. Турист из России, признается, побывала в разных странах мира, буквально недавно прилетела из Турции, но раз в год традиционно приезжает в Южную Осетию, страну самых гостеприимных людей. Бывает, что вот не передашь, а вот внутри какая-то вот радость. Есть мир, а есть отдельно Южная Осетия. Все улыбались, все помогали, что-то подсказывали. Помню, играли ребята в баскетбол, и мы с другом подошли, я ему говорю, блин, так хочется, говорю, забить один хотя бы мяч. И он типа, давай подойдем. Я говорю, да не, говорю, как подойдем, неудобно. Ребята сами поняли, и мол, типа, вы хотите сыграть, и мы как бы, ну да. И все, дали нам возможность поиграть. И вот вроде мелочь, да, а остается вот настолько это, что вот год прошел, и мы ехали сюда, и я говорю, а помнишь вот это, а помнишь вот то. И вот, ну не передать, честно. Древняя аланская земля богата различными минеральными источниками. Попробовав чистейшую воду, вы ощутите невероятный приток сил и энергии. Родник на окраине Цхинвала. Сюда можно прийти в летний день и утолить жажду. Но у этого родника есть еще одна особенность. Родник в прямом смысле горит. И таких интересных для туристов мест в Южной Осетии очень много. Развитый в советское время туристический кластер за годы войны в Южной Осетии пришел в упадок. Но сегодня туризм в нашей республике возрождается, словно птица Феникс. Турбазажеда в Горной Алании, конный и лыжный досуг на альпийских лугах в Крозе, санаторий Кодибен в Даусском районе – это лишь часть новых туристических проектов. В Южной Осетии более 1000 исторических памятников, древних храмов и церквей. Нам есть что показать туристу. Средневековые башни и античные пещеры, для любителей походов живописные ущелья с альпийскими видами, Кельтское плато и исчезающее озеро Эрцо, целебные минеральные источники и жемчужина республики озеро Кос. Самый популярный гид Южной Осетии Гурам Карсанов начинает свой рабочий день с раннего утра. В программе обширная экскурсионная программа по интересным местам Осетии. Гид признается, такого наплыва туристов в республике не было никогда. Рекордное количество, и это только начало сезона. Помимо граждан Российской Федерации, еще и граждане со всех стран мира практически. Естественно, преобладают граждане европейских стран, которые проявляют интерес к нашей республике и пытаются сюда попасть. Но несколько проблематично для них оформлять приглашения, но я думаю, со временем это тоже уладится и будет все в порядке. И порой мест не хватает просто катастрофически. Чтобы разместить гостя, вот просто приехал и разместить, порой бывает невозможно. То есть надо заранее договариваться хотя бы за неделю, за две. С увеличением туристического потока расширяются экскурсионные направления. Для любителей осетинской кухни кулинарная экскурсия с подробным описанием процесса приготовления национальных блюд. Тем, кто хочет приобщиться к истории, мы готовы показать древние культовые места и исторические памятники. А для любителей сакрального туризма – античные храмы и монастыри. Есть и те, кто любит активный экстремальный отдых. У них есть возможность пройтись по таинственным ущельям и увидеть изумительные высокогорные реки и озера. Больше 1500 религиозных объектов у нас на территории республики в той или ином состоянии. Кто-то разрушен, кто-то целый. На это можно посвятить аж целые недели, чтобы их изучать. 1500, представляете? Мы начинаем с нуля, и у нас есть очень много шансов сделать что-то свое, не похожее на других. Здесь все просто, в хорошем понимании. Искреннее доброе отношение людей. Уникальная природа. Мы сами уже не замечаем нашу природу. На самом деле у нас уникальная и по климатическим нормам. Людям нравится отношение человеческое. И еще, скажем так, нетронутость природы. Вот эта девственность. Это подкупает и очень нравится нашим гостям. В Южной Осетии о развитии туризма говорят давно, но десятки лет назад это было невозможно. Территория являлась горячей точкой, и вот теперь, после признания независимости, установления мира, можно своими глазами увидеть, как разговоры перетекают в реальные проекты. На фоне непрекращающейся антироссийской политики в Грузии мы можем гарантировать безопасность туристов и бескрайнюю осетинскую гостеприимность. Тем более, что Владимир Путин своим указом ввел запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию. Туроператорам рекомендовано не продавать путевки в эту страну. Так что добро пожаловать в государство Алания. Алан Тибилов, Азамат Кудзев. Информационный выпуск сегодня.